Вся татарская история в одном подкасте. Лекторий «Миллиард татар». Спасибо огромное Национальному музею Республики Татарстан, что пригласили нас на встречу. 20 мая был День Волги, праздновался такой экологический праздник, и ощущение, что он прошел немножко незаметно, и спасибо за что откликнулся Национальный музей, и мы хотим со спикерами Национального музея обсудить вот эту тему волжской идентичности, роли Волги и Идель в идентике Казани, в культуре республики. Вот. И хотел бы слово передать сразу уважаемому Марку Эфенде. Знаю, что вы очень так глубоко тоже погрузились в тему волжской идентичности, волжской роли Волги. Я видел ваши публикации, вот хотел бы, чтобы вы подробнее раскрыли нам эту тему. У Казани с Волгой отношения интересные и немножко парадоксальные. По какой причине? По той причине, что вообще по одной из гипотез своим местоположением город Казань обязан волжскому течению. Да, мы действительно находимся на вот этом великом волжском изломе, когда от Твери до нас Волга течет с запада на восток, а от нас до Астрахани у нас север на юг. И вот, в общем-то, место, где мы встретились, Национальный музей и рядом площадь 1 мая перед Казанским Кремлем, это то место, где этот волжский излом очень хорошо виден. Из окна видно. Он виден, да, то есть высокий правый берег, а потом он раз и начинает куда-то исчезать. Есть мнение исследователей, да, такая гипотеза, что действительно вот эта небольшая крепость, которая когда-то появилась то ли в 11, то ли в 10 веке, примерно где-то здесь, она была для контроля вот над как раз этой волжской ситуации. Артерии. Да, но действительно Казань исторически всегда была городом, который с Волгой связан непосредственно, но, переформулирую, действительно исторически Казань была таким городом, который связан с Волгой, взаимодействует с ней, но через такую определенную дистанцию. Так сложилось исторически. Мы знаем, что на период Казанского ханства была такая локация, которая в русских источниках упоминается как Гостиный остров. Да, это место, куда допускалась волжская торговля, чтобы не допускать ее в Казань. Да. Остров, который мы называем Маркиз, то есть остров до его затопления в 1957 году, который был намного больше. Вот. Ну и таких островов действительно под Казанью было много. Казань была связана с Волгой целым рядом других маршрутов, кроме непосредственного выхода на реку. Это и река Казанка, вот, через которую можно было из Волги выйти к Казанскому Кремлю непосредственно, либо наоборот. Это и Булак, который связывал Казанку и озеро Кабан, а из Среднего Кабана тоже можно было в период водопоя, в период разлива выйти на Волгу. То есть связь всегда была, но она не была непосредственно, в отличие от многих других городов. Где сразу Волга, сразу набережная, сразу порт непосредственно. Вот эта наша отдаленность от Волги, она, с одной стороны, играла важную оборонительную функцию, да, потому что непосредственно пристать к стенам города было невозможно. Да, надо было преодолеть целый ряд преград. Территория от Булака до Волги, она очень была всегда специфическая. Множество речек, типа Ички, озер, множество заболоченных участков. Это, в общем, все было до второй половины 20 века. И действительно подойти к городу было не так просто. Зачастую зимой это сделать проще, но ни в коем случае не в период весеннего паводка. С другой стороны, вот это местоположение на левом низинном берегу, оно было большой проблемой, потому что город был всегда очень разбросан. Вот эта вот история, то, что Казань состоит из множества слободок, она во многом идет от нашей географии. Потому что все слободы в период весеннего разлива это не что иное, как острова, которые, да, оказываются над вот этим над вот этой водной гладью. Вот, и, в общем-то, но даже в таком виде, в очень опосредованном, с доступом через целый ряд таких преград, Волга играла непосредственную жизнь в годичном цикле наших казанских жителей. То есть ежевесенний разлив, пик которого мы вот сейчас уже начинаем, если это была нормальная история волжская, вот сейчас, когда начала в это время, в этой части мая выходить на спад, то есть он был определяющим для жителей цикла Казанского. Это конец зимы, это окончательная победа весны, это начало большой волжской торговли, та ярмарка, которая там, в источниках и в преданиях упоминается как ханская ярмарка Шаяк на Булаке, которая продержалась весь 18-19 века до периода НЭПа, когда под Кремлем торговали цитрусовыми, обязательно лимоны, апельсины. Да. По-русски это называлось гуляние на посуде, потому что посуду продавали. И в это же время поступали цитрусовые. То
есть это описано и у Сергея Тимофеевича Аксакова, и в других источниках. Но вы понимаете, да, то есть заканчивается очень трудный период экстремальный, когда весна, когда есть нечего, и люди получают с этого витамины, да, то есть вот она, Волга, определяла торговый такой период. Да, в это же самое время начинается история такой народной забавы, как катание на лодках на этой разлившейся территории, когда Волга, Казан сливаются. И я говорил, что слободы превращались в островки такие, да, от одного островка, от одной гривки до другой. Венеция такая у нас получается. На лодках, да, как писали старые путеводители в казанских губернских ведомостях, если я не ошибаюсь, эта фраза была: вы не видели Казань, если не видели ее в период весеннего разлива. Вот эта вот натура ушедшая, да, она была определяющей для жизни города. То есть это и торговля, это и развлечения определенные, но это же и определенные, в смысле, проблемы для жителей затапливаемых районов. То есть территории, которые сейчас, они раньше относились к Забулачью, да, территории Ново-Татарской Слободы, все очень так хорошо подтоплялись. Мероприятия, посвященные там Дню Волги, не последний будет вспомнить, что в этом году у нас столетний юбилей самого разрушительного наводнения 1926 года, когда вода не просто забулачную часть или закабанную затопила, когда буквально по нынешней улице Петербургской на лодочках путешествовали. Вот это знаменитая фотография, да. Как Даша, да, то есть было затоплено максимально все. Но это большой паводок, разрушительный. Паводки меньшего уровня, они случались каждый год буквально. И это повторялось все до 1957 года. Интересно, что по тому же Карлу Федоровичу Куксу мы можем судить о том, что уровень Волги влиял на время проведения Сабантуя, да, казанским городским татарам красным. То есть, что казанский Сабантуй немножечко позже, это не нынешняя традиция, да, когда сначала в районах, потом в городе. И это шло еще от вот этой истории, когда праздновали в поле за Ново-Татарской Слободой. Вот. Территория была затоплена, вода только уйдет, туда народ выходил праздновать. Главный такой народный татарский праздник. В таких проявлениях она, Волга, действительно постоянно участвовала, да, то есть это таяние снегов, начало ледохода, это обязательная часть городского казанского календаря, когда люди выезжали на дальние улицы смотреть этот ледоход, приход Волги в центр города в виде водополья, ее дальнейшее отступление, то есть это все очень сильно влияло на городскую жизнь, то есть на распорядок казанцев. Казанцы жили от одного водополья до другого, от одного ледохода до другого, неважно там какой они конфессии были и так далее, это в каком-то смысле сплачивало, объединяло единый такой цикл. 1957 год, это год действительно рубежный для жителей Казани, в том смысле, что вот эта вся история канула в лету. Тем не менее, экономические неудобства вот этого достаточно такого дистанцированного расположения по отношению к Волге, да, когда мы ждем водополья, чтобы вода пришла в центр, они ощущались уже в 19 веке, где-то с 1870-х годов в Казани перманентно велись разговоры о том, что старых речных портов, которые были вдалеке от Волги, это пристани на Дальнем устье, устье реки Казанки, пристани на Бакалде, которые примерно, если находиться на нынешнем речном порту, они находились дальше острова Бакалда. Вот этого всего не хватало для растущей городской экономики, и с 1870-х годов начались действительно попытки приблизить Волгу на постоянном основании к центру города. То есть был проект так называемой Волжской бухты, когда в районе Ново-Татарской Слободы, в районе Донской Слободы, между ними делался искусственный большой такой залив, который должен был привести волжские корабли прямо непосредственно к центру города. Но проект был крайне дорогой в плане инфраструктуры. То есть, и тогдашний городской глава Ираст Янишевский, который провел в город газовое освещение, горную трамвайную дорогу, еще провел. Вот правда, вот про главное, да? То есть вот эти все проекты тоже затратные, тоже очень сложные по инфраструктуре, они ему дались достаточно легко. Найди какого-нибудь подрядчика, да, деловитого, он под определенную сумму все это сделает. Волжский, вот этот проект Волжской бухты, он как с Янишевского начался, и так буксовал вплоть до периода революции, и реализовать его получилось только уже в рамках строительства Большой Волги с Жигулевским гидроузлом. То есть не получалось. Денег не хватало. И мастера приезжали, и инженерных проектов было куча. Городская дума там раз в какой-то период обязательно обсуждала эту Волжскую бухту, но слишком дорого, слишком сложно это было сделать. Следующая большая попытка, тоже нереализованная, приблизить Волгу к Казани и вообще усилить роль
воды на постоянной основе в жизни города. Это 1930-е годы, это план Большой Казани, от которых сохранились красивые иллюстрации, расширенного существенно БУЛАКом, в котором мы должны были ходить, морские речные суда, и они имели возможность зайти с Волги в Казанку, тоже в расширенную, пройти БУЛАКом в Кабан и обратно в Волгу вернуться. То есть это все обсуждалось, это планы Большой Казани 30-х годов. Но эти планы в полную меру реализованы не были, началась Великая Отечественная война, и деньги ушли на защиту страны, а потом на ее восстановление, и вот от этих таких немножко масштабных циклопических проектов пришлось отказаться. Вот. Пришли мы окончательно к трансформации нашей местной всей гидрографии в 1956-57 годах, когда завершилось строительство Куйбышевского водохранилища, и действительно значительная часть тех районов, которые непосредственно прилегали к Волге, такие как Устье, как Бакалда, оказались под водой. Волга приблизилась к центру города, получила новое исключительное такое назначение улицы Татарстан, как улица, ведущая кратчайшим путем из центра города к новому речному порту. Вот. Прекратились навсегда ежегодные наводнения, прекратились подтопления забулачных слобод, но вместе с этим Казань лишилась вот этого своего циклизма. Да? Мы, казанцы, были как древние египтяне. Да. Разлив Нила, да, а мы, древние казанцы, ждали разлива Волги, да, и сразу у египтян начиналась потом обработка почв, получивших удобрения через разлившуюся воду Нила. У нас торговля активизировалась в это время, да, то есть мы лишились вот этого своего цикла, да, который во многом создал ту Казань, какой она была до середины 20 века. Хорошо это или плохо, тут, как говорится, уже поздно давать какие-то оценочные суждения. Важно, что вот этот незакрытый гештальт о том, что Волга должна быть где-то рядом, должна быть где-то близко, должна проявлять себя, он остался в жизни Казани и проявляет себя сейчас и в стремлении казанцев выехать из города куда-то на узкие просторы каждое лето, ну и в девелоперских устремлениях освоить вот весь этот большой берег Волги, от территории Кировского района, где Аракчино, до территории Новой Портовой, которая является крупным таким сейчас архитектурным проектом. То есть тема усиления связи Казани с Волгой, она по-прежнему актуальна. Как-то вот так я бы сформулировал проблему по взаимодействию нашего города с русскими просторами. Но вы интересно, да, рассказали предысторию вопроса, но у меня вот такой вопрос по поводу железной дороги. У нас как бы вот проходит, как бы город отсекает от Волги железная дорога. Я так понимаю, это тоже с Дьяченко связано, с городоначальником. И вот когда оно появилось, когда город отсекла железная дорога нас от воды? Нет, железная дорога, я бы не сказал, что как-то специально отсекла от воды. Разливы продолжались и после постройки железной дороги. Я имею в виду вот в районе вокзала, вот эта железная дорога, она... Она прошла по заливным лугам, но она не отсекла город от Волги. Нельзя сказать, по-прежнему оставались вот эти вот незатопленные заливные луга каждое лето за вокзалом, огромный простор, там был стекольный завод, все это оставалось. То есть, что железная дорога как-то исключила наш город от Волги, ну то есть она проходила, конечно, безусловно, там до железной дороги проходила по примерно этой же траектории у нас Адмиралтейская дамба изначально, да, которая строилась на период разливов, чтобы с Адмиралтейской слободой были связаны. Наоборот, выход на дальние пристани, он был более удобный через эту дамбу, да, Казань была отрезана. То есть я бы вот это не как отдельный фактор. Другое дело, что была еще проблема, что Волжского моста долгое время не было, да, и мост появился. Ну, еще все говорят, что Казань единственный город, у которого нет Волжской набережной. То есть у нас Казанка есть набережная, но вот Волжская набережная в Казани была на Дальнем Устье. Ну, это была прогулочная такая территория, потом на этой Волжской набережной поставили уже в советское время памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину. Нельзя сказать, что у нас никогда не было Волжской набережной. Это было место и гуляний куда, и просто отдохнуть ездили, количество там разных рода заведений, оно не поддается подсчету. Ну нет, поддается, но их действительно было очень много. Там и фруктовый базар был, куда ездили за фруктами, опять-таки. Там и всевозможные развлечения. Устье было местом тусовочным, развлекательным. Просто это все впоследствии оказалось под водой. И та набережная, которая была построена в советское время, да, от речного порта, та дамба, да, которая могла выполнять эту функцию, ну, она просто в плане вот такого
открытого пространства очень быстро устарело. Как устарели хрущевки, которые когда-то были парадными на улице Татарстана, знаменовали переход от малоэтажного строительства к многоэтажному. Вот, и такие дома. Просто произошло достаточно быстрое устаревание. Стремительно возросли потребности, стремительно возросли стандарты комфорта. Вот, и, в общем, как-то так произошло. Но то, что железная дорога отрезала Казань от Волги, я вот категорически Не согласен. Это на самом деле происходило чуть более органично. Это сейчас огромное железнодорожное хозяйство, да, раскинутое в ширину, чуть ли не на полкилометра, да, если около вокзала. То есть увеличение дорожных путей, которые отсекают город реально от Волги, это происходило уже больше послевоенное время. И железная дорога была как-то органично встроена в жизнь Казани. Люди легко переходили через железнодорожные пути. Множество было дорог переездных через железнодорожные пути. Естественно, количество поездов, которые проходили через железную дорогу, было меньше. И поэтому при строительстве железной дороги тогда это не ощущалось как отсечение города от Волги, да, от Большой Волги. Сейчас, да, вся железная дорога, она в силу требований безопасности, под забором, да, она стратегически важна, она отсекает от автомагистрали, да, и тогда, в принципе, роль автотранспорта не была столь высокой, как сейчас. Нам жизненно важно иметь множество, может быть, проколов через железную дорогу. Это сильно угрожает вообще как бы строительству новых дорог. Жизненно важны проколы. Если не будет это железнодорожное хозяйство переформатироваться, то хотя бы должны быть проезды снизу, а это вещь дорогая, да? Вот. Хотя город, понятно, развивается сейчас и вдоль Волжской набережной в связи с ревитализацией, да, этих территорий и переформатированием уже производств, которые сформировались. С одной стороны, Казань — это город, прежде всего, на Казанке, да, сформировался, как речная артерия использует в большей степени Казань с выходом уже на Волгу. В этом плане Казань повторяла у многих булгарских городов, да, которые располагались вдоль небольших речек с выходом уже к большой воде. К большой воде. Это как бы во многом процесс военной логистики, обороны, действительно стратегического обзора территории рядом с Волгой. С другой стороны, если смотреть чуть более глобально, можно говорить, мы уже про Нил вспомнили, да, можно говорить о междуречии, да, если китайская цивилизация сложилась междуречье Хуанхэ и Янцзы, Тигр и Ефрат, Инд и Ганг, наверное, еще можно какие-то перечислить речные цивилизации. Да, речные цивилизации. Мы действительно, в первую очередь, речная цивилизация, сложившаяся, российская речная цивилизация, сложившаяся вдоль двух крупных рек междуречья Волги и Камы. По сути дела, это единый организм, единый сосуд, сообщающийся сосуд, или там, я не знаю, это два ствола, которые соединяются потом в один, да, кто больше по водному вкладу Кама или Волга. Географы спорят до сих пор. Географы спорят. Во всяком случае, это точно единое пространство. Мы можем говорить о Волжско-Камском междуречии, или с точки зрения такой татарской топонимики, да, это пространство, называемое Идель и Идель-Ерт, да, в котором входит понятие Ялт-Иделя, Кора-Иделя, да, что мы видим в Дастании и Бегай. Наверное, больше здесь уже об этом поговорим в плане литературы. Вот. Но именно имперское пространство сформировало, имперское пространство Орды, имперское пространство уже Российской империи сформировало прежде всего Волжско-Камское междуречие. И основа этой цивилизации, хребет России во многом, это, наверное, не Урал, да, это Волжско-Камское. Становой хребет России, да? Становой хребет России, это Россия. Вообще вот это первых крупных цивилизаций, да, северной речной Евразии, это именно Волжско-Камское междуречье. Может быть, мы не знаем название государств, там будет ли это конгломерат названий под названием Скифы или Еменьковская культура, да,
все равно здесь в основе лежало всегда вот это междуречие, сообщение между вот этими Двумя большими реками. двумя большими реками, соединяющимися потом единый ствол. Да? И тот, кто владел Волгой и Девью, Волжско-Камским междуречием, тот, в принципе, и владел этим пространством. Ни Днепр, ни греки, я уверен, ни путь из реки, ни Днепр сформировал российскую цивилизацию, а именно междуречие Волги и Кама. Вот. И этот момент еще стоит осознать, пересобрать и сделать важнейшей историко-географической идеей современной России. Вот. Поняв правильно свои истоки, мы сможем, наверное, и понять свое движение в будущее. Вот. Это такое некое, наверное, пафосное вступление. Вот. Идя уже к самой Казани, да, вот мы сказали про то, что с одной стороны Казань превращалась в такие островки, с другой стороны вот эта сезонность, цикличность, она приводила к тому, что, естественно, весенний паводок использовался в том числе и как определенное преимущество, потому что это возможность передвигать товары, как правило, сезонные товары, да, возможность активнее торговать на протяжении как минимум 2 месяцев, потому что самый легкий транспорт это речной и дешевый, самый да? легкий, самый дешевый речной транспорт. Вот. Это сообщение делало Казань лишним торговым городом Волжско-Камского междуречия. Да? Вот. Именно в этом одно из преимуществ Казани, города на Казанке, близкого, когда мы говорим о таких важных моментах строительства железной дороги, к 22 году, по-моему, да, запустили железнодорожное движение по этой ветке, да. Она, кстати, была сначала одноколейной, да? Одна путевая. В районе Новотатарской Слободы. Про Бакалтинскую ветку ее запустили где-то, да, 20-е, точно. Да. Кстати, она была ориентирована во многом на сообщение с Волгой, да? Бакалтинская ветка железной дороги, она же так и шла, она так и называлась Бакалтинская ветка. Параллельно вот этой новой дамбе, которая сейчас у нас когда стравливают, выходят булыжные места. Там параллельно же железная дорога. Вот. Это шла южный проход, который за Татарской Слободой идет, да, через Кабан, и от него Бакалтинская еще ветка отходила. И во многом строительство этой железнодорожной ветки предопределило географию большого города, когда железная дорога привела к тому, что дальше у нас формируется южный промышленный район города, именно близость к железнодорожному транспорту, к речному транспорту, и определило развитие южного промышленного района, где у нас основные производства были, прежде всего электростанция, которая давала энергию, да, понятно, меховое производство исторически сложились, химическое производство, но они дальше наращивались, да, и дальше там синтетический каучук, резина, дальше большое количество других. Промзона, да, появляется? Да, промзон, которую мы и сейчас в своей жизни как будто бы не замечаем, ее как будто нет, но это... На периферии где-то, она там есть. Борисского, там, да? Да, сердце и кишки. Ну, они кормили, Казань, в том числе и толстая кишка, подробности, да. Тут тоже прямая. Вот, именно железная дорога, Бакалтинская железная дорога, ездить Волге определила такое расположение. Вот, и тут сосредоточено как минимум треть промышленного потенциала современной Казани. Вот. Сейчас это все переформатируется, естественно. Они сжимаются, эти производства, становятся более компактными, да, много логистических узлов здесь возникло, да. Все равно именно это решение первой половины 20-х веков определило современную географию города Казани. Вот, собственно, об этом я хотел бы сказать. Ну, мы сидим, наверное, еще какое-то такое заключение. Мы сидим в выставке «Райские сады», да. Райские сады — это и тема как метафора, которая связывает нас с садами физическими, реальными, да,
которое как раз множество было вдоль именно Волги, яблоневые сады, да, знаменитые Антоновки, которые на нашей земле, сорт Антоновка на нашей земле возник, да, сады утопающие в цветах, яблочных цветах. Это все наш Татарстан и Казань, близко к Волге. Ну, еще, как бы, в любом случае, во всех мифологиях рай – это обязательно реки, то есть там реки, сады, то есть как бы вот это две составляющие, то есть как бы что в исламской эсхатологии, я так думаю, и в христианской тоже, да, то есть как бы это с водой тоже связано, такой бесценный ресурс. Мы говорили много про материальное наследие, материальную культуру, про историю. Хотелось бы сейчас вот перейти к символическому капиталу, связанному с Волгой. Я хотел передать слово Марьяне Фридриховне. И вот насколько вот в образе, там, не знаю, в русской литературе, там, в нематериальной культуре нашла отражение Волга у наших жителей и нашего региона. Давайте начнем, наверное, вообще с того, что тема Волги в отечественной литературе и в русской, и в советской литературе национальных авторов представлена довольно широко. Если мы попытаемся проанализировать биографию и произведения многих писателей отечественных и поэтов, наверняка найдем либо упоминания, либо в более широком контексте темы Волги Пушкин, Красов, Салтыков-Щедрин, Островский, Королев, Гончаров, Евтушенко, Паустовский. То есть можно этот список перечислять бесконечно. И не исключение Алексей Максимович Горький. Я хочу в первую очередь, конечно, о нем поговорить. Ну вот что интересно, несмотря на то, что тема Горький и Волга, она не является основополагающей в официальном литературе, потому что она не особо исследована. Да? Тем не менее, мы все-таки утверждаем, что Горький – это явление, безусловно, волжское, Горький – это явление национальное. Мы иногда даже вот в контексте наших экскурсий называем одним из великих волжан, и не только по праву своего рождения, потому что Горький был рожден, как вы знаете, в одном из крупных городов на Волге, в Нижнем Новгороде, не только по праву того, что он пребывал во многих волжских городах, но еще и по духу. И вот лучше всего этот дух Горького, волжский дух, передал писателю великих волжанин, это его друг, товарищ Иван Шаляпин, первый нашего музея, музей Горького Шаляпина. Когда Алексей Максимович не стало в июне 1936 года, Шаляпин тут же напишет очерк. Горький – это такая своеобразная эпитафия, которая будет опубликована в одной из парижских газет. И там будут такие строки. Что бы мы ни говорили об Алексее Максимовиче, я глубоко, твердо, без малейшей интонации сомнения знаю, что все его мысли, дела, заслуги и ошибки имели один единственный корень – Волгу, великую русскую реку и ее стороны. Вот тем самым Шаляпин пытался подчеркнуть идентичность масштаба Горького, мощи и трагизму Волги. Ну, в контексте темы Горький и Волга, конечно, нужно говорить в первую очередь о его биографии, о его художественной биографии, о творчестве в целом. Что касается биографии, художественной биографии, тоже нужно лишний раз подчеркнуть, что художественная биография, а именно она связана в основном с Волгой и с волжскими городами, она не всегда адекватна и идентична реальной биографии, потому что Горький очень любил факты искажать, это было у него. Настоящий писатель, да? Да, настоящий писатель, абсолютно, и поэтому, конечно, мы можем найти интересные моменты в его автобиографических произведениях, которые не соответствуют действительности, но тем не менее, вот тоже парадоксально, когда дело касается локации в автобиографических произведениях, она написана с точностью. То есть вот эти волжские города, они действительно, вот так и было. Он в них пребывал, он это описал. И еще один момент. Если даже в этих произведениях не описывается Волга, тем не менее мы все равно чувствуем в этих произведениях дух волжских городов. Да? Все равно вот как-то это незримо присутствует через интонации, через диалоги, через какие-то сюжетные линии, возможно. Вот, наверное, нужно перечислить вот эти города на Волге, которые связаны были с Алексеем Максимовичем. Как я уже сказала, Нижний, где он родился, далее Казань, 1884 год, когда он сюда приезжает с мечтой учиться в Императорском Казанском университете, как мы знаем, он поступает туда, и здесь начинается и трудовая его деятельность, он работает в том числе на казанских и на волжских пристанях грузчиком. В
Вот. Далее, в 1888 году, в конце лета, он уезжает из Красновидова, это тоже село Камско-Устинского района ныне, в то время Казанской губернии, и как раз оно на Волге располагается. И по Волге же Пешков, в будущем Горький, переезжает в Астрахань из Красновидова. Далее будет Царицын, нынешний Волгоград, и будет Самара, безусловно, 1895 год, тоже город на Волге, где Горький будет работать журналистом, филитонистом в Самарской газете. Ну и, собственно, до 1906 года, когда он едет в Америку, а потом на длительный период в Италию, он постоянно курсирует между Нижним Новгородом и различными городами. И вот второй большой приезд Горького уже в СССР состоится в 1928 году с посещением волжских городов. 28 год – это год 60-летия Алексея Максимовича, и тогда очень помпезно, торжественно его встречают, организуются различные мероприятия, в том числе советское правительство организует Горькому поездку по стране Советов. И он посещает места, которые были связаны с этапами его биографии, с этапами его жизни. Это Нижний, Саратов, Самара, Ярославль, Астрахань, ну и, конечно, будет Казань. В том числе Горький, я хочу заметить, путешествует и по Волге. 2 августа 1928 года он выезжает на теплоходе «Урицкий» из Самары в Казань. Здесь прибывает 3-4 августа, и 5 выезжает в Нижний Новгород, уже на другом пароходе «Лёс». Вот. Подобные путешествия были у него и в 1929 году, и надо заметить, что в этот год Горький организовал поездку для советских писателей, в том числе и для национальных авторов. В нашей экспозиции есть замечательная картина Бурлая, где татарские писатели классики Шариф Камал, Калина Аджми, Сарвар Алгамов, Игорь Мати, Адель Кухту, Хадид Акташ, даже Сайдашев там есть на этой картине. Они находятся в квартире Горького в Москве как раз в рамках поездки по Волге до Астрахани. Они заехали к Алексею Максимовичу. Ну и кроме того, говоря о биографии, конечно, надо упомянуть 1934-1935 год, когда Горький уже окончательно остается в Советской России, он выезжает, путешествует по Волге, на теплоходах различных. Вот. А что касается творчества Алексея Максимовича, как интерпретируется тема Волги в его произведении, здесь нужно понимать контекст. Либо мы рассматриваем Волгу как фон, ну, наверное, Горькому неправильно говорить, применимо к Горькому, что у него есть что-то второстепенное, потому что у Горького каждая деталь, она очень важна, но тем не менее, давайте так, ну, фоновое значение темы Волги, то есть на волжских городах, на фоне Волги какие-то события развиваются, а есть тема Волги, которая имеет смыслообразующее значение, и Волга становится символом. И тем самым Волга, она как бы усиливает и сюжетную линию, и эмоциональное состояние героев. И здесь мы, наверное, должны перечислить эти произведения. Это, конечно, роман Фома Гордеев, это трилогия автобиографическое детство, «Люди к мои университеты», это Басса, пьеса, безусловно, да, Басса Борисова, тем мы помним. Вот. И что-то мы можем найти в романе «Жизнь Клима Самгина». Вот. Но я хотела бы в качестве примера все-таки привести нашу настольную книгу. Это повесть «Мои университеты» 23-го года, последняя часть автобиографической трилогии, где как раз Волга представлена и в контексте фона. Например, там упоминается, как среди грузчиков, босиков и жуликов Пешков познал поэзию труда и восторг делания. То есть он работает ключником или грузчиком на волжских и казанских пристанях. Вот. А есть момент более знаковый, более символичный. Это касается как раз его пребывания в Красновидово, когда прекрасное описание Волги Горьким, вот показана мощь, природная красота, величие этой реки, и тут же на контрасте показана человеческая суть. Вот эта мелочность, ничтожность, злоба, зависть, которая была в жителях Красновидова. Да. Но мы всегда подчеркиваем, это сугубо субъективный взгляд Алексея Максимовича, да, направление русского крестьянства и так далее, но тем не менее здесь Волга и описание волжских пейзажей используются как художественный прием. Вот. Это что касается Горького. Ну, а последнее, что я хотела бы сказать вообще безотносительно Горького, что вот действительно парадоксально, ведь Волга это не самая протяженная река России у нас получается, нашей страны, но тем не менее в сознании, в массовом сознании все-таки Волга предстает действительно символом народа и символом отечества, и в том
отечестве, она, наверное, более всего воспета в литературе, и в поэзии, и в прозе. И здесь, наверное, надо подумать, а почему это так? Почему это происходит? Волга-матушка, вот это все. Да, это связано, может быть, с географическим положением, может, это связано с природными какими-то характеристиками, с ландшафтами, может быть, с историей, да, с какими-то историческими фактами, почему мы так не любим Волгу, на самом деле, почему это наша колыбель, и, возможно, это даже не только тема разговора, это какого-то исследования касательно, каким образом формируется социокультурный контекст топонима конкретно в данном случае. Можно уточняющий вопрос? Вы сказали, что как бы, вот Горький был в волжских городах, и там он описывает волжский дух. А что такое волжский дух? Волжский дух – это масштаб, наверное, все-таки. Относительно действий, если мы говорим о конкретных биографических произведениях Горького, он же описывает в основном видеоповествование от первого лица, там еще это не чувствуется. Наверное, это чувствуется вообще по самой литературе, по стилистике, да, произведений, по контексту. То есть Горький охватывает в своем творчестве глобальные темы. Во-первых, да, вот это тоже вот Волга мощная, и Горький в своих темах мощный, потому что он затрагивает извечные проблемы добра, зла, лжи и правды в своих произведениях. Каким должен быть человек? Человек – это вообще центр его произведения. Не зря мы говорим, что Горький – это писатель-гуманист. То вот эта мощь реки полноводной ассоциируется с Горьким. Не зря Шаляпин сказал эти слова, которые я привела в пример. Спасибо. Известно именно с Волги Россия становится многонациональной страной, да, то есть это событие присоединения Казани, и встречается два народа, да, то есть как бы, ну, больше народа, русский и татарский народ, мы понимаем финно-угорские народы, наши соседи удмурты, марийцы. Но хотелось бы вот как бы к татарской части тоже подойти, вот насколько Идель нашла отражение вот в татарской литературе, в татарской культуре. Я хотел попросить вас взять канал. Наверное, нужно начать с фольклора, потому что уже с древних времен обращали внимание именно на Волгу. И есть такие пословицы: «Идель бер, шишнесе мен». Идель одна, а родников много. И как раз вот в толковом словаре татарского языка тоже описание дается. Идель зубила, то есть большая река. И вот пословицы как раз описывают такой момент. У нас очень много пословиц про Волгу, и там как раз появляется вот именно культурное содержание, взгляды народа. Например, говорили «Идельная круща и рыбумой». Нельзя стать уже мужчиной, не увидев Волгу. «Идельная шатнуща башмарный китерме». И такое было. Есть такие взгляды, например, такие пословицы «Идельге таянма, зва шарма». Здесь уже тоже нужно опасаться мощи и движения стихии, да. Волги. И есть у нас загадки. Например, я нашла примерно 30 загадок с гидронимом Идель. Там, конечно, угадать, найти ответ на эти загадки очень сложно. Например, «Кем идельным билем буган». Здесь уже, наверное, думаем. Да, и здесь говорится как раз о ремесленниках. Это загадка, и это ремесленники, и кто продает это, потому что по Волге у нас шли, продавали наши торговые пути проходили. Да. И дальше «Идель буенда кыметли эйбилярусе», «Панадусе». И там как раз говорится о клюкве. Кто угадает, около берегов Кури растет клюква, и про это придумали загадку. Такие загадки существуют. А вот из литературных произведений, где зафиксированы именно первые стихи о Волге, наверное, нужно сказать о Махмуде Кашкари. Это 11 век, и там он пишет «Итель акатор, кьятель акатор», то есть течет Волга и ударяется по берегам. Да. И там же он описывает, что Волга очень богата рыбой, что он дает хлеб, то есть говорит о мощи Волги. Этой песне, получается, исполнилось 1050 лет, буквально, ну, то есть это, наверное, одна из самых древних песен стихотворения о гидрониме Волга. Вот она зафиксирована как раз. Да, вот как раз мы смотрели по календарю, да.
юбилей есть небольшой. И также периоды Казанского ханства у нас тоже есть песни, например, «Идель Аа Кияса Хага». Слова тоже примерно такое же содержание. Похоже, да. Удаляется берега. Очень много зафиксировано Идель именно в Дастане. Там у нас много символов. Например, самое известное, наверное, сейчас мы все вспомним, Идель Вер. Идель и Идель это как раз Дастан Идегей. И там мы говорим Идель Вер, это родина. Там же в этом произведении, как раз говорится, это место, где человек рождается. Это место, где у него открываются глаза на мир, формируется мировоззрение и так далее. И также в этом произведении у нас есть такая пословица «Идель Ана». То есть здесь мы символизируем Бога уже с женщиной, которая дает такой символ. И здесь же есть такой термин «Идель Жайов Араса», где у нас исторические тюркские государства как раз в этом промежутке и описываются. И, кстати, Между Яиком и Волгой, да, получается, как бы? И вот этот термин очень часто используется и в других дастанах. «Идель Жайов Араса», например, когда говорим об Улы-Паману, дастан названием тоже, там как раз говорится о государстве, и они все связаны с Идель. Мне самой очень нравится произведение «Экран Тартак», исторический роман Итильского автора «Итиль река течет». И начало здесь, что много-много рек, они присоединяются и идут к Казани. И там автор говорит «Идель Чуман», то есть употребляет такой термин. И вот вообще жизнь татарского народа, мы часто встречаем такие виды войны. Идель Чуман, Идель Кама, все они связаны как раз со словом Идель Хара, Идель Ак, Идель. И вот лирические произведения у нас уже чуть-чуть другой формат символизма слова Идель. Герониму Идель тоже сохраняется Идель Верт, то есть родина, но здесь уже приплетается Сагаш, рассказ про родину. Это вообще вот песни в основном конец 18-19, начало 20 века. Вот как раз Сагаш, это родина, что лирический герой уехал куда-то, не может вернуться. Вот такое содержание у него песен. Хотя многие исследователи говорят, что герониму Идель часто используется в коротких песнях, а в лирических его мало. Вот такое содержание мы встречаем. А уже в песнях, которые были написаны именно в 20 веке, там уже Идель – это Идель Дингес, например, как раз вот такой термин. Море, то есть это могущество, это большое, без берегов, такой формат. Идель – это государство, например, Татарстан, Грузия-Аран, как раз это сейчас, наверное, презентация Татарстана, когда вот эту песню используют районы муниципальные, когда презентуют свои Идель и так далее. И также песни 20 века Идель – это ассоциация с городом Казань. Например, Казан кишлеры, там тоже как раз герои, Идель, воздух важный идет из Идель, и вечера казанские тоже для лирических героев уже очень приятные. И сейчас вот в современной музыке, современной литературе тоже часто обращаются к героиному Идель, например, песни Ильгиза Шахразиева, хотя стихотворение написано народное, Акуре, такая фольклорная металлистская группа, да, они тоже вот, используют Идель Буюн, есть такая песня. Но вот через героиню Идель, конечно, народ показывает свой взгляд на мир. Это вот, как я уже сказала, это и мощь, это и жизнь, это и родина, это и тоска, это и мама, что все дорого, связано с героем Идель. А еще же Аг-Идель очень активно используется. Да, вот некоторые ученые говорят, что с 20 века, с 20-30-х годов Аг-Идель, она чаще используется, чем Идель. Например, в сборнике народных песен, если не ошибаюсь, в 1978 году издания, но 70-80-е годы, и там около
более 600 песен с гидронимами, 300 это Агыдель, и около 200 это Идель. Такие исследования проводили. Ну, я вот видел, что Агыдель это не просто как бы белые, да, вот что в Башкирии, но это вот весь комплекс рек. Ну вот даже спасибо огромное, очень интересно, погружение получилось. И вот сейчас, наверное, хотелось подойти к итоговой части и понять. Вот даже в советское время, я помню, там вот книги часто выходили, «Мыс Волги», там, «Волжане», да, то есть как вот это, и даже просто находясь там в соцсетях, смотришь, там, волжская идентичность, она там активно такая прям вот, в Самаре можно ее увидеть, там, в других волжских городах, это прямо вот как бы идентичность действительно. А вот ощущение все-таки от Казани, что ну, помимо вот этой Татарыч и на вокзале, там, вот это изображение, там, Волжанка, да, особо вот, ну, сейчас появилась улица, вот, на Портовой, да, Идель, но вот как будто не хватает волжской идентичности, на мой взгляд, и я так понял, что и Раиса Татарстана это заметила, он сказал, говорит, у нас есть Волга, нам Бог дал, Всевышний дал Волгу, и надо ее как бы использовать, да, и вот, может, у вас какие-то идеи есть, как мы можем, скажем так, вот эту волжскую идентичность более активнее использовать в жизни нашего города и республики? У нас, наверное, как у музейных работников, выставки можно делать, проекты, да, квесты, нужно над этим задуматься и каким-то образом выходить на пробу, во-первых, если мы говорим о пешеходных экскурсиях, безусловно. Но это туризм тоже, да, я так это туризм, это внутренний туризм, потому что у нас есть пешеходные экскурсии, но они связаны с центральными локациями, мы не идем на Волгу. Вот, наверное, подумать. Проблема на самом деле в том, что после распада Советского Союза по объективным, так, экономическим и прочим причинам речной транспорт в значительной степени потерял значимость, да, и если до советского периода, то есть речной порт наш Казанский был такой важной локацией, и Татарстан действительно был парадный, то да. в постсоветские годы произошла деградация этого пространства, и сколько десятилетий, получается, прошло 3 десятилетия, пока вот в связи с проектом «Новая портовая» там не начались вот эти... Да, речной вокзал до сих пор закрыт, есть нас. Он закрыт до сих пор. Закрыт, да. Более-менее привели, благоустроили парки, Татарстан, которые когда-то были визитные карточки, а в 90-е годы превратились в жуткие загоны. Да, это такое страшное место. То есть вот Айрат Шамильевич сказал, что кто контролирует Волгу, да, тот и контролирует всю территорию. Да. На нас тоже сказывается период упадка, значит, наши городские какие-то территории, привязанные к Волге, они тоже приходят в упадок, что мы видели прекрасно, да, историю, да, то есть 90-е это общий экономический спад, да, во всей стране, соответственно, речной транспорт уходит у нас из строя, вот, ну и казанская вот, все прилегающие истории тоже деградируют. Возрождение речного транспорта должно быть, и новые территории, которые сейчас вот будут входить в черту Казани, на Волжском берегу, а это целый массив таких строительных активностей от Новой Портовой, да, до Арчино, да. Нужно их наполнять каким-то смыслом, чтобы это была не просто люксовая недвижимость, а чтобы... Ну или массовая застройка, спальники очередные. Да, а чтобы, по крайней мере, в части событийных каких-то активностей, там вот эта волжская тема проявлялась, в части сервиса, который там будет. У нас в Казани хочется больше каких-то рыбных тем, и они там уместны. Но у нас Волга превратилась больше в озеро из-за этих гидроэлектростанций, немножко там качество рыбы, ну, ощущения. Сейчас рыбу-то в рыбных хозяйствах можно производить в любых масштабах. Ну да. И большинство рыбы, которые поступают в речные из рыбных хозяйств, ну да, то есть... которые можно делать где угодно. И здесь привязано к естественному Волгу спасать, ну, да, Волгу надо потихонечку возвращать в ее нормальное положение. Но это задача их голубя, гуманитариев, которые здесь собрались. Может поддержать их, да, дополнительные какие-то смыслы, заинтересовать людей. Спасибо. Продолжение, да, деградация, так скажем, городского пространства вокруг Волги, это естественный процесс того времени, просто застраивалась больше Казанка, да, потому что ну, с девелоперской точки зрения свободные земли были в большей степени вдоль Казанки, а здесь еще старые промышленные предприятия, старые промышленные хозяйства, которые нужно было перекупать, зонировать и так далее. И сейчас эта проблема присутствует, огромное количество разных собственников,
но это уже тема такая больше Девелоперская, градостроительная. Экономическая, градостроительная, да, гаражное хозяйство и так далее. Там сейчас это все концентрируется, это огромная и очень сложная управленческая задача, и город постепенно двигается к ее решению, и город осознает, что именно одним из стратегических приоритетов города является его разворот Волги. И это произойдет, я мечтаю, что там через 10, 15, 20 лет мы увидим другой город, именно развернутый по Казанке. И даже наличие железной дороги, которая как бы отсекает в определенной степени, не помешает этому, естественно, развитию Движение к воде, да? Да, движение к воде. Но есть и некоторые детали, да, вот этот год, на который я не могу не обратить внимание. Я сам волжанин, если говорить на русском языке. Мой отец волжанин, мой дедушка волжанин, мой прадедушка волжанин. Потому что Новотатарская слобода, это именно территория органично связана всегда была с Волгой. Больше, чем другие районы. Да, больше, чем другие районы, с рыбной ловлей, с огородами вдоль Волги. Это всегда в памяти моей семьи сидело. И сейчас я живу в Новотатарской слободе, живу и чувствую Волгу всегда. Как бы. Мой совет, если хотите почувствовать Волгу, представляете, в Новотатарской слободе. Да? И несколько таких микрорайончиков много вдоль Волги. Да? Видно, я летний отдых проводил всегда в спортлагере, который находился рядом с Волгой, и мы все лето проводили на Замище. Да? К сожалению, та вода, которая была тогда еще, в конце 90-х, 2000, ну, ее нет. Сейчас просто некомфортно купаться в Волге. Там зеленеет, да, все это буквально страшно. недавно я вот на выходных поехал купаться, не скупился. Ну, просто, это пока еще весенний, может быть, пауза действует, но все равно вода очень грязная, это глобальная проблема для всей Волги. России, даже шире для Восточной Европы. Волга должна, конечно, очищаться, и есть программы, понимаю, принятые, она должна быть, наверное, действовать чуть более активно. То есть на глазах Волга, к сожалению, в экологическом смысле деградировала. И, кстати, надо отдать должное, что в свое время была запланирована большая застройка, засыпка Волги, и этого не случилось. Дорогу строили. Да, республика услышала голос общественности на тот момент и развернула это строительство. Так вот, еще о некоторых небольших деталях. Вот Локомотив в этом году возрождает, это долгожданное событие, но там сейчас проходит прямо вдоль Волги улица Альфреда Халикова, да, автомобильная дорога, по которой мчатся машины, по которой идут пешеходы. Да. То есть сдвинуты приоритеты, так, опять же, естественным образом сложилось в 90-2000-х годы автомобилизация, что тротуар в стороне от видов Волги, пешеходный тротуар, и люди оттуда не идут. И вдоль прям Волги с красивейшими видами, да, это движение автомобилей. Надо просто сместить, это небольшая транспортная, архитектурная задача. И тогда Локомотив превратится действительно в крупные пешеходные потоки. Мало кто, к сожалению, знает о мосте, который идет через железнодорожный вокзал. Как ты выходишь к Локомотиву напрямую, отсюда вот, может ты за 20 минут пешком добежать до Локомотива. Ну, казанцы этого не знают. То есть местные не знают просто. Когда ты популяризацию маршрутов да, нужно делать, да? Да. Тоже как минимум. Кстати, экскурсии мы водили по Бишбалте, мы водили по Новотатарской слободе. Я думаю, надо будет сделать такую объединительную экскурсию. Я в свое время был сторонник таких экскурсионных марафонов. Вполне возможно пройтись. Я сам пешком проходил от улицы Боевой, да, уже Аракчино начинается, Лагерная, вплоть до Красной Горки, до Южной. Сколько да, часов? Около 3 часов пешочком спокойно ты проходишь. Естественно, где-то на берег выходишь, где-то и нет. Кстати, есть Волжская набережная красивая, это рядом, там ЖК Волжская гавань, Ричмонд, участок в метров 700, но очень красивый. Благоустроенное пространство. Благоустроенное. Там мало в городе просто люди мало не знают. кто был вообще, да? Да. Но там живописно, там просто посидеть, пикник даже сделать спокойно можно. Это современная, хорошая набережная, она развивается вдоль как раз ближе к храму всех религий. Просто надо знать. То есть мы сами не знаем себя, и надо популяризировать именно то, что имеем даже, как минимум. Если не купаться в Волге, на Замище песок, у тебя там пляжи на несколько километров, песочные пляжи, пожалуйста, приходи.
Нужно знать лучше Казань, действительно популяризировать всяческими способами. И, конечно же, исторически все время нужно переосмыслять наши истоки, нашу Волгу, где соединились народы тюркские, славянские, финно-угорские, да, и это произошло уже более 1000 лет. Ну да, на 1000 лет уже более 1000 соседство, да, тому назад. взаимодействие. Да. Волга нас соединила. Волга может быть и русская, великая русской рекой. Некоторые задаются вопросом, что она великая русская, она татарская. И она и великая татарская река. Здесь нам делить нечего, смысловое поле большое, обширное. Пожалуйста, Береза может быть и русской, и татарской, Баня может быть и русский, и татарский, и Волга может быть и русский, и татарский. Надо уметь, как сказать, и делиться смыслами. Искать общие точки соприкосновения, чем... Это же наоборот прекрасно, что это река именно русского народа, и это река именно татарского народа. Это наше общее единое поле, в котором мы сосуществуем разными, сосуществуем главным образом мирно, да. Естественно, были военные конфликты, да, противоречия, но существуем в этом Волжском поле уже больше 1000 лет, и это надо ценить, и это осмыслять, и об этом постоянно надо говорить. Не случайно этот год объявили как раз годом многообразия народов. Вам? Этот год 140-летие Батуя, и как раз Батуя тоже путешествовал по Волге, в Тургенев, и папа как раз посещал несколько. Это какой год получается? Городов. Это было несколько поездок, это в Астрахань, Нижний Новгород, как раз Батуя ездил туда. Выставки. Вот здесь буквально за дверью выставка Тукая, да? И связана с его тукаевскими местами, в том числе Астрахань, в том числе другие волжские города. И как раз своей поездки он написал стихотворение. Как раз что он видел, когда он путешествовал. Есть и мрачные моменты, есть и очень вдохновляющие моменты. Если мы делаем такие выставки, какие-то проекты, было